Знать да уметь не без хлеба сидеть. На северо-востоке России Якутия является единственным регионом, где возделывается пшеница, среди злаков царица. Нельзя забывать, что выращивание зерновых в Якутии – это золотой фонд и кладезь российской агрокультуры, потому как выращены сорта на территории вечной мерзлоты в условиях очень засушливого и короткого для вегетации региона. Сегодня мы присутствуем на экспериментальных полевых участках якутского НИИ сельского хозяйства. И вот перед нами одно из таких научных полей, засеянное пшеницей, которая имеет вот такое название туймада. И вот хозяйка этого участка Елена Семеновна Владимирова расскажет нам о этом сорте. А я бы хотел вот немножко добавить тем молодым людям, которые, может быть, истории земледелия Якутии, может быть, и не знают. С 17 века в Якутии выращивают зерновые именно под хлеб для питания человека. И вот прошло уже более 300 лет, и мы присутствуем на одном из таких полей зерновых, да, и именно из этого сорта можно, словам специалиста, можно из него делать неплохой хлеб. Елена Семеновна, расскажите нам, пожалуйста, об этом сорте немножко. Данный сорт пшеницы туймада, районирован в 2009 году. Авторы данного сорта Петр Петрович Васильев, Еремеева Елена Александровна. Данный сорт имеет среднюю урожайность от 2 до 3 тонн. Разновидность эритросферум. И качество, хлебопекарные качества, которое было сделано, она удовлетворительная, то есть из нее можно сделать очень хороший хлеб. Здорово. Если была бы возможность, да, сейчас в основном же все привозное, у нас заводов нету мукомольных, поэтому как бы сейчас трудно с этим. Вот есть такой фундаментальный труд Башарина, который как раз говорил о том, что, занимаясь земледелием, Якутия должна полностью обеспечивать себя продовольствием. Вот это есть такой специальный научный термин о продовольственной безопасности. Поэтому в рамках вот этой стратегии, конечно же, Якутия должна в скором времени выйти на то, чтобы мы имели свой урожай, полностью удовлетворяющий потребности региона в пшенице, в хлебе, в муке, да, а также в овощных и других полезных культурах. Конечно, и в кормопроизводстве для питания скота. Сейчас в данное время начинается налив зерна. Сейчас у нас фаза молочной спелости, то есть уже как бы формируется зерно. Мы еще занимаемся семеноводством зерновых культур, районированных наших сортов. То есть семена – это самое главное, да, получается. Без семян и, можно сказать, и хлеб мы не можем получить, чтобы объемы большие были. Мы производим высшую категорию семян, то есть это оригинальные семена. И в дальнейшем хозяйства должны, получая вот этот хорошие семена, распространять по республике. То есть есть специальная схема, где ведется размножение семян. Не районированные, как бы привозные же семена. А мы должны обеспечивать именно местными нашими сортами, которые выращены и созданы в условиях Якутии. Если у нас получится, то осенью мы сможем подъехать, собрать урожай, а также, переработав его в муку, испечь настоящий якутский хлеб с помощью наших зерновиков. Да. Зерновые – уникальнейший опыт десятков поколений народной селекции Сибири и Якутии. По данным Вацлава Серошевского, яровая пшеница среди посевов других зерновых культур отмечена в 1835 году.
В начале 20-го столетия около 90% посевных площадей зерновых в Якутии занимали только ячмень и ярица. Лишь с 1929 года селекционная работа была начата на областной сельскохозяйственной опытной станции с испытания большого набора привозных сортов. Однако учеными-агрономами Якутии было доказано, что они слабо приспособлены для возделывания. Поэтому селекция зерновых культур в Якутии реально началась со сбора и изучения местных образцов, результатов нескольких веков народной селекции. Были собраны тысячи местных вариантов популяций зерновых культур. Наш институт давно работает, очень давно работает над тем, чтобы выращивать, получать зерновые, особенно в направлении работы, в направлении пшеницы, нашего хлеба, хлеб всему голова. И вот сейчас мы задались таким вопросом: хлебопекарные качества нашего зерна оценить нам самим. Мы куда-то отправляем, оттуда приходят бумаги, это одно, сертификаты, а мы хотим сами из нашего полученной пшеницы, зерен этого зерна, размолоть его, перемолоть через мельницу и полученную муку, из полученной муки делать оладьи, сделать хлеб, сделать блины, испечь и попробовать на вкус. Таким образом, мы хотим узнать, насколько мы отдалились от наших предков, нашей бабушки, дедушки, наших родителей в свое время вручную мололи мельницы жерновами и получали из зерна муку, пекли лепешку, оладьи, блины, некоторые хлеб пекли. И вот это вот дело надо возрождать. И наши хлебопекарные, если свойства, качества нашего зерна достаточно хорошие, они, если будут востребованы людьми, вначале нами, по вкусу, тогда можно сделать рекламу и запускать его как брендовая натуральная мука Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Год 65-летия нашего института. Это будет, наверное, хорошее подспорье, поэтому наши растениеводы работают. Сейчас как раз идет перемолка, через мельницу идет нашего зерна, и мы сегодня должны получить первую такую продукцию муку, из которой приготовим для нашего коллектива хлеб, можно сказать. Лепешки, оладьи, блины испечем. Поэтому хлеб всему голова. Известно, что крестьяне-переселенцы в Якутии привозили с собой самый разнообразный семенной материал. Что-то не прижилось, что-то осталось в виде нескольких популяций, и вот их якутское население называло сортами кубанка, скороспелка и теремок. Мы здесь говорим о яровой пшенице. Развитию земледелия в экстремальных природно-климатических условиях Якутии способствовала деятельность научно-исследовательских учреждений. С организацией якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР в 1949 году и Якутского НИИ сельского хозяйства в 1956 году, который в этом году отмечает свое 65-летие. Первые сорта зерновых были выведены известным сибирским селекционером Анной Николаевной Скалозубовой, которая с 1927 по 1940 год работала на селекционной станции в Якутии. Ей выведены 7 сортов яровой пшеницы, из которых основными стали
сорта «Скороспелка улучшенная», «Победа» и «Якутянка 224». Прошли годы, и усилием местных ученых в 1993 году в Центральной Якутии был районирован сорт яровой пшеницы «Приленская-6», авторы Петр Петрович Васильев и Еремеева. Сорт «Приленская-6» выведен гибридизацией короткостебельного японского сорта «Нарин-29» с местным сортом «Скороспелка улучшенная». В 1994 был районирован сорт яровой пшеницы «Приленская-19» в результате скрещивания мексиканского сорта «Сонора-63» с местной пшеницей «Скороспелка улучшенная». В настоящее время «Приленская-19» и «Туймада» являются основным продовольственными сортами, возделываемыми в зерноводческих хозяйствах республики. Здравствуйте, уважаемые зрители! И сегодня у нас долгожданный выпуск, который мы обещали вам показать, и посвящен он аутентичному якутскому хлебу. Мы сегодня снова в гостях в лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции якутского НИИ сельского хозяйства и предоставляю слово нашим специалистам Татьяне Васильевне Слепцовой. Мы сегодня приготовим лепешки тагинские из пшеницы яровой мягкой, сорт Приленская-19 местной селекции. Для ингредиентов для нас понадобится кефир, молоко, творог, сода, соль и мука. У нас мука грубого помола, и все ингредиенты перемешиваем. Качество муки определяют по цвету, по вкусу и по запаху. У нас мука белая с желтоватым оттенком по цвету, по вкусу не горькая, не кислая, немножко сладковатая. По запаху свойственной пшеничной муки, без посторонних запахов. Это у нас мука из озимой ржи. Органолептические показатели, значит, цвет серовато-белый, да? Серовато-белый. И вкус, ну, свойственный нормальной муке, да? Без посторонних привкусов. У нас лепешка вот, из муки озимой ржи. Так. Значит, тесто у нас хадак. Характерный рисунок лепешки якутской. Это у нас на молоке лепешка. Лепешки на молоке. Раньше лепешку делали на камельках. Там устройство не такое, как в духовке современной. Там такие приспособления металлические есть, таганы. Таганы, да? И большую лепешку якутскую как бы подставляют к огню. К огню, потом переворачивают другой стороной, и таким образом пекутся лепешки. Узор на лепешке делается по круговой, по ходу солнца. Вот так. «25 минут выпекали в духовке, и вот получились у нас вот такие тыгыновские лепешки и лепешки
озимой ржи. Это пшеница яровая, сорт Приленский 19. Озимая рожь, сорт Чолбон. Вкус более насыщенный. Немножко горько здесь чуть-чуть. Она готова. Вот рыбы больше прошло. Это намного мне приятнее. Это как-то немножко есть горько. Дети это навряд ли будут. И жесткое вот это. Вот, видите, вот и фиш. Это Это пышное, мягкое. Кисломолочное бывает. Кисломолочное бывает, например. Обычно только выбили 40 кому-то бывает. Лучше. Дивиндархан geldi. Kendilerine bana bulduğundan o kadar şöyle bulduklar. Магазинный. Она с кофе или с чаем, все сытно вообще. Полезно. Крупная, да? Крупного помола получается, да. Или что? Или внутренние как бы муки вот это, да, шелухи. Мельница крупного помола, видимо. Видимо, крупный помол, видите, да? Вот, мясо, муку так сделать, она белой становится. Она же просто так должна быть. Да, вот она нет. Это еще раз должна быть. Или вот эту вот берем вот так, да, вот. Так. Вот сюда падает. А мука, она стоит. Вот. Из него можно, мы тут сидим, вот, маленькие изобретения придумали. Это пшеница же ведь как царица всех зерновых, да? Из этой якутской царицы можно сделать, что скраб. Скраб. Нет, для тех, кто болен желудком, те, кто вот занимаются диетическим питанием, как раз вот для них вот это вот. А что, это скраб для желудка, пожалуйста? Ну да. А это мы еще предлагаем косметический сервис. На основе кобыльего молока не Это мы рекомендуем от старения, омоложения, да все. А то, что вам поставляют, это для средней полосы, там, для Европы, а это для Якутии. Лепешки получились очень вкусные, особенно вот эти из местного сорта Приленская 19 по рецепту ресторана Календарга. Вот, можно показать так. Вот они такие мягкие, вкусные, воздушные получились. Вот это тоже ничего. Только жесткие. Надо еще рецептуру посмотреть и доработать. Зрители, и в заключении нашего выпуска, посвященного якутскому хлебу, мы можем сделать определенные выводы. Ну, самый главный вывод, это он и стал понятен из исторической справки о том, что выращивать хлеб зерновые именно для питания человека, это вполне реальное дело. С 17 века здесь выращивается ячмень, проса, ну а потом к 19 веку здесь появляется и рожь, и пшеница. Однако привозные сорта не отвечали якутским природно-климатическим условиям.
И поэтому началась большая селекционная работа. Ну, мы ее называем народная селекция. И затем, с начала 20 века, она была продолжена уже на научных основах. И получено в настоящее время несколько основных сортов. Вот мы сказали Приленская 19, Приленская 6, Туймада, рожь, озимая рожь Чолбон и так далее. И они отвечают, в принципе, таким неплохим, а очень хорошими кондитерскими свойствами, скажем, для приготовления хлеба. Кроме того, обоснованность выращивания хлеба, пшеницы в Якутии связана с продовольственной безопасностью региона. Отметать вот это условие ни в коем случае сейчас нельзя, в связи с тем, что природно-климатические условия во всем мире изменяются, в том числе и у нас в России. Происходит эрозия почв, происходит засуха или наоборот наводнение, поэтому, реализуя вот эту программу продовольственной безопасности, на мой взгляд, все регионы должны обладать определенным потенциалом по самостоятельному обеспечению себя сельскохозяйственной продукцией питания. Ну и самое важное, мне кажется, это качество сельскохозяйственной продукции. Если часто привозная продукция будет страдать, и она может быть загрязнена ядохимикатами, она может быть загрязнена пестицидами определенными, а также сейчас применяются различные разрыхлители, химические добавки, консерванты. А так как продукция хлебная, она почти каждый день на нашем столе, поэтому мы должны задуматься о своем здоровье, которое очень критично к потребляемой продукции у нас на крайнем севере, на северо-востоке России. Мы должны сами выращивать свой хлеб, который натуральный, экологичный и обладает хорошими вкусовыми качествами. И мы сейчас можем продемонстрировать это на наглядном примере. У нас, конечно, вот в Якутии, видите, у нас даже мельниц нормальных не существует, поэтому вот Якутский НИИ сельского хозяйства закупил специальные мельницы. И на этих мельницах мы получили муку из вот этой пшеницы сорта Туймада. Она достаточно как бы грубого помола, но мы не стали ее дальше измельчать, а использовали ее. Правда, вот этот хлеб мы добавили изюм и грецкий орех. Ну, по запаху, запах очень хороший. Сейчас мы проверим вот как бы его такие внутренние свойства. Этот хлеб приготовлен на обычной бытовой хлебопечке, без добавления дрожжей, а с небольшим добавлением соды на кефире. На кефире самое главное. Вот такой кирпичик, ну, грамм 500, по-моему. Ну вот, достаточно плотный, увесистый кусочек, это не такой магазинский хлеб. Ну и по запаху, в принципе, нормальный. Можно еще как раз куснуть и попробовать на вкус. Вполне съедобный и все-таки он более плотный и вкусовые качества его более насыщенные, в отличие от привычного нам магазинского хлеба, который не обладает ни запахом, ни нормальным вкусом и так далее. Хлеб таким образом имеет все качества занять достойное место среди сельскохозяйственных культур нашей Якутии.